участникам удобно будет, если я здесь буду, или видно будет, если... Удобно. Я вот хотел немножко, учитывая то, что я по специальности врач, остановиться на нескольких таких параллелях. Вы знаете, что есть такое в медицине, в здравоохранении понятие, как конституция человека. И если ее рассматривать с позиции, что это такое, то есть каждый человек определенным, наверное, набором генов, которые предопределяют его развитие. То есть это постоянное что-то, что меняется в процессе жизни, но определяет его развитие. И есть различные воздействия, которые влекут за собой определенные изменения у этого человека. То есть эта наука называется эпигенетика. Так вот, если немножко провести параллель между конституцией человека и конституцией общества, а за параллели человека, который развивается по определенным законам, которые уже заложены в постоянстве каком-то, и общество, которое развивается, опять же, в постоянстве, то тут становится очень много понятно, почему и как должно быть. Ведь человек родился, у него есть определенный набор генов, и он проживет 85 лет постоянного развития. Причем он должен обеспечить свою жизненную деятельность в условиях внешней среды, взаимодействия с другими людьми, и он постоянен и немножко изменяется. И какой у этого человека закон? Его характерологические особенности, его поведенческие реакции, его знания, которые он получит и реализует в виде своей трудовой деятельности и всего остального, оно определено постоянством. Поэтому может ли человек с определенным набором генов использовать другую какую-то конституцию другого человека? Нет. Мы друг на друга не похожи. Поэтому вот вопрос. Конституция другого государства может быть применима к нам? Однозначно нет. Потому что мы другие. У нас свои институциональные особенности. У нас другие нюансы и многое-многое другое. Может ли Конституция резко измениться? Тоже нет. Может ли она быть, идти параллельно с какой-то политической ситуацией, с какими-то желаниями, чаяниями? Однозначно нет. Мы же не можем поменять генетику человека. Не можем. Значит, это постоянно. И поэтому, когда мы говорим о Конституции, мы должны туда заложить те постоянные какие-то позиции, которые характерны для нас, для белорусов. Мы должны заложить то, что характерно для нашей территории. И это должны быть общие какие-то принципы, которые мы не должны не менять, но мы должны их будем что делать? Исполнять. И по-другому просто быть не может. Второй момент. Меняется ли человек в процессе жизни? Однозначно меняется. Это эпигенетика в зависимости от различных воздействий. Меняется ли общество наше? Меняется ли структура общества? Она изменяется. Но она изменяется очень медленно, за длительный период времени, и поэтому изменения Конституции должны идти после детального изучения всех моментов, структуры общества и всего остального. Если мы у человека уберем часть генома, человек будет нежизнеспособен. В нашем обществе есть разные люди. Их очень много. Есть определенное там 30%, 20%, 10, 5, 3%. Но если эти 3% не будут участвовать в составлении правил жизни, то эти 3% тоже будут в этом вопросе, будоражить это общество. В любом случае, их это не устраивает. Поэтому здесь очень важно для того, чтобы все, во-первых, мы изучили структуру нашего общества, кто представляет это общество, какие интересы у каждого вот этого составляющего этого общества, а дальше в процессе диалога определить, каким должен быть закон для того, чтобы в большей или меньшей степени удовлетворять потребности всех представленных в обществе. Только именно вот этот вопрос диалога, согласия, слушания и принятия общего решения даст возможность, чтобы система была устойчивой.
Да, мы где-то можем пойти на какие-то компромиссы, как любая структура, в зависимости от представленной структуры в обществе. Она должна представлять определенные компромиссы, чтобы целостный организм не погиб. Второй момент. Какие вопросы сейчас возникают у людей? Поступают в парламент очень много вопросов, предложений, всего остального. Первое – это вопросы, которые касаются вообще самого общества. Какие у нас ценности существуют. Семья, взаимоотношения, понимание, что мы хотим и все остальное. Это очень важные вопросы. И они, скорее всего, завязаны на наших традициях. И здесь как раз и вопросы религии, и вопросы взаимопонимания, и всего остального. Вторая группа вопросов, я ее назвал бы более важной, это обеспечение жизнедеятельности общества. Это вопросы социально-экономические вопросы, которые определяют и гарантии любым коллективам, гарантии детям, гарантии молодежи, гарантии семье, гарантии пожилым людям и всем остальным. Но это зависит от социально-экономического развития. Зависит, как мы будем вести свою внутреннюю политику, как мы будем вести внешнюю политику, как мы будем взаимодействовать с другими государствами. И здесь огромный круг вопросов, которые мы должны с вами продумать, обсудить на диалоговых площадках и внести предложения. Основные концептуальные вопросы должны быть закреплены в Конституции. Они должны гарантированы быть в 100% случаев. А уже в процессе развития на уровне законов, различных других нормативных актов, они должны видоизменяться, пока общество не изменит структуру, которая повлечет за собой изменение уже основы Конституции, догмы. И третий вопрос – это вопрос управления. Ведь не бывает такого, чтобы структура работала и ею никто не управлял. Это быть невозможно. Можно управлять посредством манипулирования, можно управлять посредством различных вариантов управления. Это целая наука. Но чтобы управлять, должна быть какая-то структура управления. Должны быть какие-то ветви власти. В республике, допустим, в настоящий момент это законодательная власть, это судебная власть, это исполнительная власть. И гарантом в настоящий момент, как это прописано, всех работы трех ветвей власти является глава государства. Поэтому третий блок вопросов, который я поставил на третье место, это вопросы создания, закрепления в Конституции тех норм, которые бы распределяли вопросы управления, делегирования полномочий различным ветвям власти. От чего это зависит? Мы можем взять любой другой пример, допустим, Соединенные Штаты, как построена система управления, как, допустим, в Европе в ряде стран, как, допустим, в азиатских странах построено. Но это будет не соответствовать нашей структуре общества и пониманию. Поэтому предложения в рамках таких диалоговых площадок, они, наверное, крайне важны, потому что каждая, даже это пусть будет профессиональный какой-то союз, или это партийный союз, то есть представительство общества, структуры общества, каждый должен внести предложение, как они видят, как можно распределить. И как готова, допустим, законодательная власть на себя взять больше полномочий, готова ли на себя исполнительная власть взять больше полномочий, готова ли, допустим, судебная власть на себя взять полномочий, или местные органы управления и самоуправления. Ведь мало иметь желание, надо еще иметь знания, возможности и умение это все осуществить. Потому что если этого не будет, то на примере человека можно сделать так. Если мы где-то что-то выключим, работу, сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, и если компенсационно не возьмет другая система на себя эти функции, то человек просто погибнет. Он не сможет обеспечить жизнедеятельность. Точно так же и общество. Если будет выключена система и другая не возьмет на себя эту функцию, то система не сможет функционировать. Почему? Или она будет поглощена извне, или она разрушится изнутри, но
звенья этой системы все потерпят определенные неудобства в лучшем случае. Поэтому вот здесь диалоговые площадки, они крайне важны для того, чтобы не только одна субкультура присутствовала, а присутствовали субкультуры всех слоев общества. А вообще было бы очень правильно, если бы политологи, научные работники, которые изучают структуру общества, уже дали бы конкретный инструментарий, который позволял нам определять деятельность каждой субкультуры нашего общества, их возможности, их распределение в обществе и их участие в составлении основного закона Республики Беларусь. Конституции, которая должна быть длительно, постоянно. Если мы не политизируем эту систему, а сделаем этот закон для общества как цельного организма, то тогда он будет более устойчив. Его не надо будет менять через каждые 2-3 года в зависимости от тех фенотипических изменений, которые будут происходить в обществе. А здесь должны быть заложены традиции нашего народа. Тем более Беларусь очень много выигрывает, потому что вот этих вот миграционных процессов было очень мало в Республике Беларусь на протяжении длительного периода развития. И поэтому мы однородная нация, практически однородная, которая имеет определенные традиции, которые глубоко-глубоко уходят. А сюда будет наслаиваться и другие вопросы. И вопросы образования, потому что мы должны привносить, сохранять эти ценности, которые есть. И мы будем опираться на ту классику, которая существовала, и фамилии, которые звучали здесь. И мы будем иметь примеры, на каких мы сможем воспитывать нашу молодежь, которая растет, модифицировать его, вводить его в правовые поля, в котором они будут находиться. Но при этом никогда нельзя ранжировать эту молодежь, потому что каждый человек у нас сотный, его надо использовать, как в системе манипулирования. Хороший руководитель, он использует каждого человека во благо. Он дает возможность ему развиваться и получает максимальный вариант. Плохой руководитель манипулирует не во благо, а в своих интересах. Поэтому вот здесь Конституция должна быть тем благом, которое даст возможность развития всем категориям граждан, которые находятся у нас в государстве. Поэтому примерно вот об этом я хотел бы рассказать, провести несколько параллелей. И очень важно, чтобы вы понимали, человек – это очень многофакторная система, которая живет в окружающей среде. Живет короткий промежуток времени, 84-85, но живет без посторонней помощи. Сам себя обеспечивает, сам обеспечивает развитие, сам обеспечивает экономическую свою состоятельность и всего остального. Поэтому ему только надо создать условия. Если мы в рамках диалога создадим вот эту возможность, эти условия, то тогда мы сделаем хорошее будущее для нашего государства. Но этот закон, который принят, он должен соблюдаться полностью. Спасибо. Спасибо, Юрий Николаевич.